Это не просто КАМАЗ, а настоящий мобильный узел связи. Рядом припаркован Land Rover. Именуется как комплекс экстренного реагирования, предназначенный для обеспечения доступа к труднодоступным местам. А это автомобиль, это не просто «Газель», опять же, предназначен для обеспечения жизнедеятельности состава. Ну и вот палатка значится на балансе РСЧС как пневмокаркасный модуль. Около 20 единиц техники, только пожарной, спасательной и инженерной, сосредоточены на одной площадке. Это не просто демонстрация сил и возможностей, это смотр техники на предмет готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы провели смотры, насколько готова наша техника в случае ухудшения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. В целом, можно сказать, что личный состав и техника готовы к действиям по предназначению. Соответственно, мы получаем в установленном порядке доклады должностных лиц о готовности своих сил и средств. Основная задача единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всегда остается неизменной. Недопущение ЧС, а также проведение эффективных и действенных мер по повышению уровня защищенности населения, защита окружающей среды и уменьшение ущерба экономике. В состав РСЧС входят аварийно-спасательные, ремонтные подразделения, также отдельные военизированные формирования, санитарно-эпидемиологическая служба и другие. Впрочем, это можно понять о присутствующей здесь технике. Их около 50 единиц. Лабораторного контроля. Вот это автодорожная служба. Это автотранспортная служба. Это у нас автодорожная служба. Спасатели. Вот пожарная служба. Идет дальше. Вот дальше тоже вот это, стоят машины тоже. Это спасательная служба РЧ Сунжского района. Вот охрана общественного порядка. В Сунжском районе функционирует постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вот служба газоснабжения. Катастрофа, я тут вижу, да? Да. Служба газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. Когда горит сухостой, пламя распространяется быстро и за считанные секунды охватывает все вокруг. Особо опасен летний период, когда температура воздуха прогревается до отметки выше 30 градусов. Можно только догадываться, какую роль играет быстрая переброска личного состава на место возгорания. Техника лесопожарных центров в основном задействована на учениях. Здесь показана лишь часть сил и средств. Начиная вот с этого МЛПК, вот этот УАЗик, на базе УАЗика, называется МЛК, малый лесопатрульный комплекс. Там в нем есть специальные кузовы, ранцы, огнетушители ранцевые, есть помпа, ну все необходимое, инвентарь, оборудование. Вот у нас этой техники 4 единицы здесь представлено. Леса занимают четвертую часть республики. 842 квадратных километра растительного покрова, которые являются домом для сотен разновидностей животных. Нужно быть начеку всегда и готовым к оперативным действиям. Прочищенные дороги позволяют мобильным группам добираться до места возгорания беспрепятственно. Лесничие заранее обходят сложнодоступные места, убирают ветки сухих деревьев, которые могут легко загореться. Ими патрулируется каждый лесной участок. И верный друг в этом деле – надежный транспорт. Выехать ди. Сообщение хамиги тош. Выехать ди. Сразу из луков оцепить ди. Отрезать ди. Смотр техники РСЧС проводится в рамках проведения всероссийских штабных учений на готовность к паводкам и пожароопасным периодам. Структурные подразделения составляют акт о готовности к жаркому сезону. Адам Мережков, Асхаб Белокиев. Новости 24.